Теперь вопрос о запрете или разрешении изображений людей в исламе. Это большая книга имама Навави «Сады праведных». Здесь целая глава, где дается запрет на изображение людей и животных. Так передают со слов Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: поистине тех, кто создает эти изображения в день воскресения, подвергнут мучениям, и будет сказано: оживите то, что вы создали. Пишут, что в дома, где находятся эти изображения, ангелы милости не входят. Если имеется изображение в полный рост, нельзя и намаз совершать, в особенности, если изображение висит на стене. Однажды мне позвонил мюрид из Махачкалы и говорит, что получил мой фотопортрет и просит разрешения его хранить. Я позволил ему хранить мой портрет, но при условии, что он постелит его под ноги, там, где ходят люди. Говорят, что фотография разрешена. Запрещено лишь изваяние, то есть скульптура. Вот послушай хадис. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину после одного из походов, а я повесил на свою кладовку сахва, тонкую занавеску, на которой были изображения живых существ. И когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, увидел эту занавеску, цвет лица его изменился. И он сказал: о Аиша, в день воскресения наиболее суровому наказанию перед Аллахом подвергнутся те, кто пытается уподобиться Аллаху в творении. Аиша сказала: и после этого мы разорвали ее, сделав из нее наволочки для подушек. Из разрезанных кусков ткани, где были изображения, они сделали что-то нужное по хозяйству. Фактически куски от изображения, хоть и не в целом виде, остались у них дома. Вот отсюда некоторые алимы сделали вывод, что можно разрешать изображение, которое не отражает тело целиком. Я бы сказал, если есть фотографии, без которых нельзя обойтись, лучше их хранить в какой-нибудь отдельной комнате. Ведь когда будут забирать душу умирающего, приходит ангел милости, но в комнату, где есть изображение, он не войдет. А ведь у прежних почитаемых нами шейхов тоже есть фотографии. Разве у этих шейхов спрашивали на это разрешение? Разве я давал разрешение кому-либо снимать и хранить мои фотографии? А что делать? Я однажды был в гостях у одного жителя поселка Шамхан. У него целая стена посвящена фотогалерее шейха. В том числе есть и рисунок якобы нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Я ему говорю: у тебя здесь нет изображения одного человека. Он говорит: а что изображение? Пророка Исы, алейхиссалам, сказал я. А он спрашивает: а где есть оно? Да любой церкви без труда можно найти, сказал я ему. А что, он может по твоему совету достать его и тоже потом повесить на стену. 2003 год, имам центральной мечети города Хасавюрта Мухаммад Саид Хаджи. Вешать снимки на стены, в особенности в мечети, запрещено, поскольку кафиры вывешивали изображения в храмах для поклонения им. Потому-то и наш пророк запретил это, следовательно, в исламе изображения запрещены. Те, кто считают это разрешенным, ссылаются на Ибн Хаджара. Ибн Хаджар говорит, что дозволяется изображение отдельной головы, но не во весь рост, если без этого нельзя обойтись, к примеру, как сегодня для паспорта или еще для чего-нибудь. Использование из-за необходимости зарурат не означает мустахаб, похвальным, желательным, то есть сунной. Мюридам, когда делают вирд, ставить перед собой или вывешивать в мечети портреты, категорически запрещено. Если кто-то считает, что это не так, я готов показать, что пишут в наших книгах.
В книге Саида Афанди Маджмуатуль Фаваид написано, что существовали изображения от пророка Адама до нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Изображения всех пророков. Что вы на это скажете? Это написано в книге рассказов различных историй, но для такого вывода нет никаких оснований, как нет и достоверного хадиса. Все, что приводится в различных историях и рассказах, мы не должны включать в нашу веру. Наша вера, ислам, основывается не на рассказах, а на веских ссылках, аргументах, таких как аяты Корана и хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Шейх Таджуддин Афанди. Ни одного изображения я не разрешаю. Мухаммад Хаджи из Нового Кастека. Некоторые задают вопрос, как ты можешь представить для себя образ человека, которого никогда не видел? По рассказам о нем людей, видевших его. К примеру, надо представить, что перед тобой Махмуд Афанди, у которого типа фес красная шапка с белой чалмой, халат цвета зеленой травы, худощавого длинного телосложения, продолговатое лицо с редкой бородой, на котором печать фаиза. Вот таким образом представляю его образ перед собой. Спрашивают, когда делают раби, то говорят, ну, представь перед собой Махмуда Афанди. Когда думаем о Махмуде Афанди, как, мол, можно сердцем поминать Аллаха? От того, что ты представишь перед собой Махмуда Афанди, это не мешает думать о Всевышнем. Когда тебе трудно сердцем поминать Аллаха, Махмуд Афанди приходит на помощь и заставляет твое сердце думать об Аллахе.